Наш эфир начнем брифинг о топливном обеспечении в республике. Предлагаем послушать. Оперативным штабом по топливообеспечению проведено заседание, по итогам которого определен комплекс мер, направленных на безаварийное прохождение отопительного сезона и бесперебойное обеспечение потребителей нефтепродуктами. В настоящее время предприятиями топливно-энергетического комплекса осуществляется плановая отгрузка нефтепродуктов в адрес республики. За выходные с нефтеперерабатывающих заводов отгружено 25 вагонов с бензином АИ-92, 1373 тонны, с направлением на Южную Якутию. Подход вагонов ожидаем 25-29 августа. Исполнительным органам государственной власти республики поручено организовать работу предприятий и организаций по формированию потребностей в топливе на 2027 год в рамках Северного завоза. Это позволит своевременно приступить к формированию заявок на следующий плановый период. Мониторинг ситуации по топливообеспечению во всех муниципальных образованиях производится ежедневно. Ситуация находится под контролем оперативного штаба. Работа по обеспечению республики топливом продолжается в штатном режиме в соответствии с утвержденными графиками Северного завоза. Далее в эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте, в начале коротко о темах. Все подтопленные дождевым паводком территории республики освобождены от воды. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности региона. В Вилюйске масштабно отметили День физкультурника, организовав насыщенную спортивную программу на стадионах. Серебро чемпионата Дальнего Востока по спортивному туризму. Якутская команда впервые вышла на парусную дистанцию в морской акватории. 10 августа в Нижнекамске в результате атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты погибли 12 человек, 39 получили ранения, 28 пострадавших, включая одного ребенка. Госпитализированное оказание медицинской помощи находится на личном контроле главы Минздрава России и координируется Федеральным центром медицины катастроф. В город направлены дополнительные врачебные бригады. В связи с трагедией в Татарстане объявлен траур. Глава Якутии Асен Николаев от имени всех жителей республики, от себя лично, выразил глубокие соболезнования народу Татарстана и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Все потопленные дождевым паводком территории республики освобождены от воды. Об этом в ходе традиционного брифинга сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности региона. Однако в районах продолжают работать комиссии, которые занимаются подсчетом ущерба, нанесенного стихией. Вместе с этим активизировались и аварийно-восстановительные работы. В Верхоянском районе продолжается откачка воды из жилых домов и дворовых территорий. Началась просушка объектов и дезинфекция территорий. Силами службы спасения республики на 11 августа 2026 года из города Якутска воздушным судном Ан-26 полярными авиалиниями в поселок Батагай спланирована доставка очередного объема гуманитарного груза, куда вошли и продукты питания, медикаменты, а также предметы первой необходимости. С 1 августа отделение Социального фонда России по Якутии произвело плановый перерасчет ежемесячных доплат к пенсиям для 548 бывших членов летных экипажей и 71 работника угольной промышленности. По результатам корректировки средний размер доплаты для авиаторов составил 32 974 рубля, для горняков 6 964 рубля. Сумма каждой выплаты определяется индивидуально, исходя из специального стажа, уровня заработка и объема страховых взносов, перечисленных работодателями. Перерасчет данных выплат проводится автоматически 4 раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. В Якутии завершился важный этап избирательной кампании. Регистрация кандидатов на предстоящие выборы. В итоговый бюллетень по федеральному округу включены 11 партий. В борьбу по одномандатному округу номер 29 вступили 9 претендентов. На дополнительных выборах в республиканский парламент по Верхневилюйско-Горному округу зарегистрировано 4 кандидата. Сейчас изборком приступает к печати бюллетеней и уточнению списка временных участков, включая 14 вахтовых поселков и 2 объекта здравоохранения в Якутске. Уже через 10
сии дни начнется масштабное адресное информирование жителей в рамках проекта «Информ-УИК». Ну, всего в списке избирателей у нас внесено 644 405 человек. Но явка на федеральных выборах всегда бывает высокая. Мы на уровне 50% из этого количества ждем на своих избирательных участках. 784 постоянно действующих, плюс еще вот те 16, которые я назвал, получается ровно 800. Из них сколько в городе Якутске? 121, в месте Житая. В середине июля в Якутске действует единый центр расширенной диспансеризации ветеранов СВО, в особенности для тех, кто только вернулся с зоны спецоперации. Его главная задача – своевременное выявление скрытых патологий и факторов риска возникновения хронических и неинфекционных заболеваний. Расширенная диспансеризация проводится в 2 этапа. В первом исследование базовых характеристик от анкетирования, измерения роста и веса, забора крови до ФЛГ и ЭКГ. Проходит обязательная консультация клинического психолога для диагностики посттравматического стрессового расстройства. Особое внимание также уделяется диагностике последствий минно-взрывных травм, баротравм, нарушения опорно-двигательного аппарата. Мы внедрили зеленый коридор, и все обследование ветераны СВО могут пройти в течение 1 дня, включая как первый этап, так и второй этап углубленной расширенной диспансеризации. И по результатам двухэтапного обследования каждому ветерану присваивается группа здоровья, и далее он направляется на углубленную диагностику или медицинскую реабилитацию в зависимости от индивидуальных планов лечения. В Вилюйске масштабно отметили День физкультурника, организовав насыщенную спортивную программу на стадионах Оленск, Албут и в спорткомплексе Эрчим. Участники смогли посетить мастер-классы по боксу, ММА, легкой атлетике и китайской гимнастике, а также принять участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, теннису и настольным играм. Помимо спортивных состязаний и сдачи нормативов в ГТО, в рамках праздника работали медицинские площадки, жители могли пройти экспресс-тестирование на инфекционные заболевания и анкетирование по вопросам репродуктивного здоровья. Мероприятие объединило профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха всех возрастов. Вилюйский центр содействия семейному воспитанию является подведомственным учреждением Министерства труда и социального развития. Нам вручены знаки ГТО. Хочется отметить, что коллеги имеют хорошую физическую подготовку. У нас есть и золото, и серебро, и бронза. Мы сдавали такие нормативы, как стрельба из пневматической винтовки, бег на 60, 100 и 1000 метров, отжимания, пресс и гибкость. Мы поддерживаем здоровый образ жизни и также всем советуем заниматься спортом и быть здоровыми. Масштабный день физкультурника отметили и в Покровске. Жители и гостей района ждали состязания для всех возрастов, а главным событием праздника стал экстремальный шоу-турнир «Битва титанов». Все подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Праздничный марафон стартовал с утренней зарядки. Размяться покровчанам помогал титулованный юный шашист Айсен Егоров. Днем эстафету перехватили школьники. Для них устроили турниры по дворовому футболу и баскетболу. Ну а к вечеру эпицентром событий стала набережная, где официально дали старт Дню физкультурника. Сразу после торжественной части началось то, чего все так ждали – экстремальный шоу-турнир «Битва титанов». Это был ответ известным телевизионным реалити-шоу, адаптированный под местные реалии. За звание сильнейших боролись команды из 5 человек. 4 команды у нас. Это сильнейшие команды нашего ЛУСа. Это объединенная команда МЧС нашего ЛУСа, объединенная команда Росгвардии, да, тоже силовая структура, и Немигунский наследник участвует, и команда так называемая Берлер. Да, это объединенная команда сообщества друзей. Собрались и поставили команду, да, такую сильнейшую команду. Дистанция состояла из 6 этапов. На каждом свой атлет. Первый участник штурмует стену. Передача эстафеты, и в бой рвется второй атлет. Его задача – преодолеть шаткую переправу. Третий этап – испытание на силу и выносливость. Нужно максимально быстро перенести тяжелый мешок с песком. Четвертый атлет принимает эстафету и переворачивает массивное тракторное колесо.
5-му участнику достается проверка на прочность, подъем 3 огромных камней. И финальный аккорд командный. Всей 5-кой богатыри вручную толкают автомобиль УАЗ. Напряженная борьба и экстремальные испытания держали болельщиков в напряжении до последних секунд. Ну, а так, конечно, очень интересно. Все знакомые, но я болела за Степу Шадрина. Не могу. За родственника, да? И как он показал себя? Ну, он хорошо пробежал. Мы болели за все команды, за всех наших мужчин района. Физкультура, мы за здоровый образ жизни. Поздравляем всех с праздником! Интересно то, что впервые это проводится у нас. Пусть это будет традицией и будет развиваться. Быстрее и слаженнее всех дистанцию прошла сборная друзей Берелер. Именно они завоевали 1-е место. Лучше было бы так, если бы каждый участник вот это все препятствие прошел, еще интереснее было бы. Тогда вот намного лучше было бы. В следующем году будете участвовать? Ну, если будет, конечно, буду участвовать. Победители и призеры получили ценные призы от спонсоров, и было принято решение проводить такой турнир ежегодно с еще большим количеством команд и новыми испытаниями. Галета Засимова, Хангаласский улус. Серебро чемпионата Дальнего Востока по спортивному туризму. Якутская команда впервые вышла на парусную дистанцию в морской акватории и сразу поднялась на пьедестал. Соревнования прошли во Владивостоке. На острове Рикарда за медали боролись 8 экипажей из 4 регионов. Якутию представляли Сергей Помогаев и Надежда Кондратьева. Спортсмены яхт-клуба, 15-летний капитан. Перед чемпионатом ДФО они выступили на стартах в Приморье. Там, несмотря на незнакомые катамараны и отсутствие тренировок, показали лучшее время на короткой дистанции. Там было и в бухте, и на открытом море, на острове Рикарда. Но проблема была для нас лично в том, что мы-то в основном на речке и на озере находимся, а там и море. Волнение и ветровая характеристика другая совсем. Ну и плюс катамараны нам неизвестные были с другим вооружением. Ну, мы не думали, что мы в призы попали. Просто мы прошли хорошо, мы выполнили задачу. Нужно было обогнуть 2 острова, которые были небольших острова от острова Рикарда, которые были достаточно отдалены. И когда мы прошли всю дистанцию, мы просто поняли, что хорошо ее прошли. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире.